На База ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. С участием главы государства город Тхварчал отметил свое 84-летие большой праздничной программой. Квалификационную коллегию судей ККС Абхазии снова не удалось сформировать. Традиционная пасхальная выставка «Праздник сладости» Торгово-промышленной палаты Абхазии прошла в Сухуми. Город Тхварчал 9 апреля отметил свое 84-летие большой программой, в которую входит закладка аллеи Возрождения, открытие тематической экспозиции в Малом зале Дворца культуры, торжественное празднование Дня города во Дворце культуры, культурная и гастрономическая программа, в том числе праздничный обед от имени главы администрации района, выставка «Тхварчал от индустриального прошлого к городу-саду». 10-метровый гортензиевый торт приготовили ко дню города в Тхварчале. Десерт весом в 200 килограммов сделала кондитер Нателла Чичхалия. В день рождения города дети задули 84 свечи, после чего тортом угостили всех желающих. Специально для участия в праздновании в город-герой Тхварчал приехали президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Беквава, премьер-министр Владимир Делба. Акыр-Ерсо асысча иха Тхварчал ятаез. Гук псыкалай шыдысна халот Тхварчал акылайка фархата амш. Тхварчал апсна хам тестре турыхака атыпчыда аныкылой. Жашы псыка иртыкдзына Тхварчал индустриал центр хайзахоз. Хава ажлы раджибаду хырбахыз тыпны Янхой. Тхварчал турыхака иналука шатып аныркылой абстаджинчтулат и бышран яхыршыз афрхатара. Харайбзедзаны яхдыруй. Ахти, амлакри, хаси комцадзака. Акытапа ирылтны яз ава шыткаланы. Ишба заджиба. Тхварчал Ехаги ядубалой асцечико, а проблема по ахашера акхайся комцадзака еха шачук шикалык арчера. Хаштра руком апсна ацейча Тхварчал ялтыз афархача. Табуб харахот еха хакты ялагало ветеранча. Шерефджабау хажлари псырхаз, шерефхацароп вот спях пепс, акар алшара гериско. Ехат Тхварчал, айте крако миписуй. Исай ракалык ахачра апсахуй. А инфраструктура апепс есхуцуй чыцяез ахаттара. Харах ганахела, аханкара ганахела, еха яхарпшуй. Яхалшу зиге ауска анагдзара, уе инфраструктура айчкара, ами парейти шикургулара, аси пшико аус идзиге яцкцуй. Аханткара ридахозги ялшу зиг канаталуй, Тхварчал ахатра айхпрызы. Акырепсо Тхварчала. Дусу шапха схурхуй шерхджибазы. Ехейпшерхыз акалайк, Ехейпшерхо вацпи ханкара пепш. Нагдзарак зает Тхварчал, нагдзарак зает Апсыдра. Чанзио. Наш репортаж с празднования Дня города-героя Тхварчал смотрите в пятничном выпуске новостей. Торжественное подписание соглашения о дружественных отношениях между Тхварчалским районом Республики Абхазия и городом Десногорском Смоленской области Российской Федерации состоялось в Тхварчале. Подписи под документом поставили глава администрации Тхварчалского района Герман Кочарава и заместитель председателя комиссии Смоленской областной думы Михаил Лосенко.
Министр обороны Владимир Ануа проинспектировал занятия по специальной горной подготовке. На одном из высокогорных полигонов завершились плановые занятия, в ходе которых военнослужащие отработали тактику ведения боя и методы выживания на экстремальном рельефе, сообщает пресс-служба Минобороны. Систематическая подготовка в горах – это залог высокой мобильности. Наши подразделения должны быть готовы эффективно работать там, где техника бессильна, отметил глава оборонного ведомства Абхазии. Подобные учения позволяют значительно повысить боеспособность армии, обеспечивая оперативное выполнение задач в любых географических условиях. Квалификационную коллегию судей ККС Абхазии снова не удалось сформировать. Участники заседания повторно не поддержали претендентов, предложенных председателями Верховного и арбитражного судов Саидой Будба и Фатимой Квициния. Особое недовольство части сообщества вызвал тот факт, что в списке вновь включили лиц, не получивших одобрения в прошлый раз. При этом кандидатура Зураба Агумава для вхождения в Совет судей была принята почти единогласно. Подробнее Надежда Боровикова. Внеочередное собрание судей Абхазии прошло в здании Верховного суда Республики. В повестке дня выборы представителей в органы судейского самоуправления. Квалификационная коллегия судей утверждается на 3 года, и полномочия прежнего состава истекли еще 10 марта. Пока структура не будет полностью укомплектована, кадровые и аттестационные вопросы, а также рассмотрение жалоб на действия судей фактически поставлены на паузу. Актуальность назначения внеочередного собрания вызвана необходимостью до избрания в органы судейского сообщества новых членов, а именно в состав квалификационной коллегии судей Республики Абхазия и в Совет судей Республики Абхазия. Как вы помните, на прошлом собрании 17 марта текущего года не все предложенные кандидаты набрали необходимое количество голосов. На прошлом собрании, которое состоялось 17 марта, из 4 кандидатов, представленных на голосование, только Альберт Шевхужев, судья Гагарского районного суда, получил поддержку коллег. Остальные кандидаты, судья Верховного суда Денис Цвижба, а также судьи арбитражного суда Кама Аристава и Алиса Чамагуа, не набрали большинство голосов. Спустя 3 недели на голосование выставляют тех же кандидатов. Я сегодня реализую свои полномочия председателя Верховного суда, вношу кандидатуру судьи Верховного суда Цвижба Дениса Владимировича, и хотела бы при этом пояснить свою позицию. На сегодняшний день обстановка в судейском сообществе и в целом то, что происходит, само количество судей и сама обстановка судейского сообщества, к сожалению, по объективным и субъективным причинам на сегодняшний день оно разрознено и неоднородно. И найти такую кандидатуру, которая устроит подавляющее большинство членов судейского сообщества, к сожалению, сегодня невозможно. Мы понимаем, такой кандидатуры на сегодняшний день, которая устроит всех, нет. Именно с учетом нынешних обстоятельств. Я предлагаю кандидатуру именно эту, судьи Верховного суда Цвижба Дениса Владимировича, потому что полагаю, что он обладает теми качествами, которые на сегодняшний день важны для членов квалификационной коллегии судей. Это порядочность, принципиальность и независимость от третьих сторонних мнений. Для меня эти качества важны, именно из этих соображений предлагаю именно эту кандидатуру. Слушайте, почему эти, а почему не те, наверное, любой человек сам решает, кого он предлагает, раз такое право ему дали. Я так считаю, вы так считаете, мне кто-то не нравится, вам кто-то не нравится. Почему я должна считать точно так, как кто-то другой считает судья? Я вот это понять не могу. По поводу давления на суд, никто ни на кого не давит. Я так думаю, если на вас кто-то давит, ответьте ему. Вы получаете бюллетень, вы идете в совещательную комнату, вы и я, мы все голосуем, зачеркиваем, вычеркиваем и поступаем так, как мы хотим. Не надо из этого делать проблему на всю страну. Вот судебной власти там вообще что такое случилось, ну не набрали голоса, ну что. Это выборная должность всегда так может предположить. Кого-то выбирают, кого-то не выбирают. Конечно, желательно, чтобы мы с первого раза выбрали. Ну, раз не получается, будем собираться столько, сколько надо. Я свое мнение уже говорила, я своих кандидатов уже предлагала, не прошли. Предлагаю Аристава Кама Шотовна. Ну, я не думаю, что у нее маленький стаж. Я каждого отдельно комментировать не буду. Аристава Кама Шотовна, Чамагу Алиса Зураповна. 2 кандидатуры от арбитражного суда. Выбор за вами.
Несколько судей открыто выступили против такой кадровой политики. Дело в том, что закон о статусе судей не указывает напрямую, что только председатели судов могут подавать кандидатов в ККС. Такое право им делегировали сами судьи, закрепив эту норму в регламенте в 2016 году. Тогда это сделали для упрощения процедуры, но в текущей ситуации такие полномочия позволяют председателям предлагать одни и те же фамилии по кругу. Сегодня у нас новое собрание, и получается, что председатели предлагают те же самые кандидатуры, за которых мы уже голосовали. Я не знаю, можно ли рассматривать это как злоупотребление со стороны председателей, можно ли это косвенно рассматривать как давление на судейский корпус со стороны председателей. На мой взгляд, может быть, это слишком громкие слова, злоупотребление, давление и так далее, но здесь я вижу элемент неуважения к собранию судей и унижение самих кандидатов, которые вы представили. То есть такая ситуация возникает. Давайте будем голосовать до тех пор, пока мы не изберем тех судей, которые вы предлагаете. Я, например, я не вижу в этом какого-то... Это не консенсус. Это ситуация, которая неприятным словом может называться, поэтому я не буду его озвучивать. Вот это моя сегодняшняя позиция. Действительно, закон о судебной власти регулирует этот вопрос и позволяет любому члену судейского сообщества предложить свою кандидатуру. Регламент в 2016 году, одобренный собранием судей, сузил эту норму и, скажем так, ее расширительно толковал. В 2018 году мы подробно изучали этот вопрос и предлагали тогда его еще скорректировать. Председателем Верховного суда был другой человек, времена меняются, отношения меняются, и люди, мы тоже меняемся, а нормы остаются. Вот если мы системные ошибки не будем исправлять, мы неизбежно будем сталкиваться с подобными конфликтами. Я не хочу вдаваться в вопрос... Имеют право председатели предлагать свои кандидатуры? Не имеют. Меня не было на прошлом заседании, но мне кажется, если судейское сообщество высказалось по поводу одних кандидатур, предлагать их во второй раз, действительно, это какое-то неправильное, наверное, и с юридической точки зрения, потому что если люди не набрали голоса, мы их не можем бесконечно за них голосовать. В отношении представленных кандидатур Чамагуа и Аристава, в отношении Чамагуа у нее, во-первых, заканчивается срок судейских полномочий в сентябре месяце. То есть мы в сентябре месяце, когда судьям так необходим, это главный орган судейского самоуправления, и он необходим будет судьям, которые будут идти на избрание. То есть мы опять должны будем собирать собрание и опять избирать кандидатуру в квалификационную коллегию судей. В чем такая необходимость, когда есть судьи, у которых срок полномочий заканчивается еще в 30-м году, в 29-м году и так далее? Председатель, он член, он звено всего судейского сообщества, и он должен прислушиваться не только к себе, потому что он так считает лично, он должен прислушиваться ко всему судейскому сообществу, уважать его и ценить его мнение. После дискуссии перешли к процедуре тайного голосования. Из 64 действующих судей республики, имеющих право голоса, на встрече присутствовали 59. В итоге ни один из предложенных кандидатов снова не набрал нужного количества голосов. Было изготовлено 64 бюллетеня, роздано было 59 бюллетеней, 5 бюллетеней было погашено. По итогам голосования Цвижба Денис за 28, против 31. Аристава за 24, против 35. Чамагуа 17 за, против 42. Соответственно, по итогам голосования видно, что ни один из предложенных кандидатов не набрал достаточного количества голосов, это 30 голосов, и никто из них не избран в квалификационную коллегию судей. Далее перешли к единственной вакансии в Совете судей. Этот орган самоуправления сформирован и легитимен, однако ранее из него вывели судью арбитражного суда Алису Чамагуа, в связи с чем потребовалась ротация. Председатель арбитражного суда Фатима Квициния предложила на это место Зураба Агумаа. Коллеги поддержали его кандидатуру почти единогласно. Так, проголосовало за 59 человек, 1 против. Заседание практически завершилось, когда из зала поступило предложение не расходиться и продолжить выборы в квалификационную коллегию, раз ее так и не удалось сформировать. Какие предложения? Давайте добьем сегодняшнее избрание и выберем, наконец-то сформируем ККС. Да. Мне кажется, что повестка исчерпана. Давайте сегодняшний раз. Нет, повестка сегодняшнего собрания. Повестки.
Давайте попробуем, пожалуйста, предложим. Я думаю, председатели готовы предложить кандидатуры? Или тогда такой момент, надо менять регламент, потому что мы в ступоре. Пока мы все здесь, давайте попробуем этот ККС сформировать, если он нам нужен. Естественно, нужен. Ну тогда давайте, в чем Но проблема? нужен ли Зато он в ППХ? В ППХ вы считаете Вот это? сейчас. Срок полномочия ККС истекли в середине марта. Сегодня апрель. То есть ККС не работает. Условно говоря, И не кто-то только просто потому, жалоба, у что, кого-то не только вопрос. потому, что там нету представителей судейского сообщества. Я не могу отвечать за представителей законодательной и исполнительной ветвей власти. Мы здесь представители судейского корпуса, и у нас предложение решить этот вопрос сегодня. Если вы не готовы, не согласны, вопросов нет. Озвучьте просто. Никто из председателей судов, заседавших в президиуме, не поддержал предложение продолжить собрание. Коллеги, предложение Эсмы Зурабовны вы выслушали. Предлагается продолжить собрание и заново ставить вопрос по выдвижению кандидатов в ККС Республики Абхазия. Республика Абхазия. Если вы... А можно Если свое вы- мнение, щи- Генрих Гришарович? Да, сейчас. Повестка дня исчерпана, наверное, собрание закончено. Ну как не исчерпано? Слушайте, повестку дня утвердили, повестка дня закончена. Мне кажется- Исчерпали. Все вопросы рассмотрели. У вас есть слово, Камала Владимировна? В чем тут? Это я не даю слова. Ну, Это когда мы закончим? В час ночи? хотите кто-то высказаться еще по этому поводу? Да, Валерий Тимурович. Закончим. Имеем право вообще опять заново проводить? Я считаю, что нет. Давайте, не надо на скорую руку решать такие вопросы, не надо. Чтобы опять здесь возникали эти вопросы. Успокойтесь давайте. Давайте спокойно, нормально решать эти вопросы. Не надо торопить. Мнение почетного гостя собрания, судьи в отставке Валерия Гурджуа, поддержал председателя Чамчирского районного суда Валерий Зантария. Сегодня спешить не надо. Я не привык работать, чтобы в кабинетах шушукались, чтобы коллектив 50-60 человек, коллектив, чтобы не нашел общего языка. Компромисс всегда можно найти. Потому предложение такое. Сегодня поставить этот вопрос. Сегодня мы и так чуть-чуть наговорили друг другу. Давайте все-таки мы подумаем не о себе, а вот как мы выглядит. В любом случае это информация, в любом случае это индикаторы, потому все поймут, когда человека разбирает не о статусе, надо думать, а о справедливости, о внутренней честности. Вот насколько вы друг другу честны к старшим, к младшим, к названным кандидатурам. Собрание судей согласилось с мнением старших коллег, и выборы кандидатов в квалификационную коллегию снова откладываются. Следующее собрание должно состояться в течение 10-15 дней. Надежда Боровикова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Россияне до 14 лет с 9 апреля могут пересекать границу с Абхазией по свидетельствам о рождении. Основанием служит указ президента России от 1 апреля. Мера действительно до 31 декабря 2027 года. Выезд из России в Абхазию также может осуществляться по загранпаспортам при их наличии. Министр здравоохранения Эдуард Будба провел рабочее совещание в Ачимчирской ЦРБ. Обсудили проблемы медицинских кадров, привлечение молодых специалистов на работу в ЦРБ, повышение квалификации сотрудников, улучшение условий труда, обеспечение больницы лекарствами и подготовку медучреждения к курортному сезону. Министр здравоохранения отметил, что по договоренности с Минздравом России в курортный сезон в Абхазию будут командированы российские коллеги. По запросу Ачимчирской ЦРБ сюда также будут направлены необходимые специалисты. Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся на совещании, была организация скорой медицинской помощи в Ачимчирской ЦРБ. Центр стратегических исследований, который, согласно указу президента от 13 августа 2025 года, включен в состав Академии наук Абхазии, отныне будет называться Государственное научное учреждение Институт стратегических исследований и международных отношений Академии наук. За такое решение единогласно проголосовали члены Президиума Академии наук Абхазии, сообщает пресс-служба
академии. У ЦСИ, преобразованного в институт, расширится функционал, повысится экспертная деятельность, появится возможность интеграции в международное научное сообщество. Президиум Академии наук также принял устав нового института. В АГУ подвели итоги первого года работы совместной социологической лаборатории Абхазского госуниверситета и МГУ. 8 больших опросов легли в основу первого абхазского социологического ежегодника. А за круглым столом ученые обоих университетов обсудили, как научные данные становятся инструментом социальной архитектуры, почему опросы в соцсетях называют провокацией и как исследователи справляются с генетическим запасом секретности населения Абхазии. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Презентация ежегодника – это и отчет о проделанной работе, и демонстрация результата деятельности большой команды. За год лаборатория провела 8 уникальных исследований, охвативших темы от отношений к национальным реликвиям до экономических ожиданий. Ученые подчеркивают, проект состоялся благодаря политической воле руководства обеих стран. Абхазский государственный университет включился в процесс освоения совершенно новых методик исследований в социологии. Для нас это, конечно же, большое знание, освоение новых горизонтов. Мне очень понравилось то, с чего мы начали. С исторических мест, с мест памяти, с мест национальной гордости абхазов. Мы исследовали это отношение абхазов к своим реликвиям, реликвиям своей территории. Мы готовы результаты исследований и дальше распространять с тем, чтобы развивался туризм, развивалось паломничество к этим местам. И я знаю, насколько внимательно и с большим интересом относятся к результатам и первого, и последующих исследований не только в Абхазии, но и в России. Это переход так называемой традиционной социологии к цифровой. Он немножко сложный, этот переход для нас, наверное. Может, в России легче. Но вот эти моменты учитываются, когда ведется опрос. Но вопросы техники – это не основное. Одной из главных проблем стал цифровой разрыв и кадровый голод. На профильной кафедре АГУ исторически преобладали политологи, в то время как современная социология требует математических знаний и навыков, работы с новыми технологиями. В основном мы здесь сидим политологи, а социологи по таким базовым образованиям, как раз их надо привлекать. Работа в полях выявила еще одну специфическую трудность – психологический барьер. Опыт выездов в села показал, историческая память и последствия войны заставляют людей быть крайне осторожными. Исследователи называют это генетической тягой к секретности. У нас маленькое общество, но оно всегда критично. У нас генетически какая-то опасность. Они могут по секрету что-то доложить, но не все выложить, кто ведет опрос и так далее. В маленьком обществе свои красоты и свои проблемы, можно сказать. Чтобы преодолеть это недоверие, анкеты составляют с учетом абхазской специфики. Ученые подчеркивают, профессиональная социология – это антидот против анонимных вбросов в соцсетях. В отличие от интернета, где опросы часто носят формирующий характер и проводятся ради манипуляции, академическая лаборатория делает ставку на предельную прозрачность. Если социальная инженерия, политические технологии и другие формы взаимодействия с обществом реализуются, то они реализуются в рамках интересов конкретного субъекта. Политика, политической партии, какой-то там группы интересов, финансово-промышленной группы. А социальная архитектура, она реализуется в интересах всего общества. Поэтому наша задача, вот все, что делается в том числе и по социологии, сделать социально ориентированным и общественно полезным. Потому что все эти исследования, которые здесь были сделаны, они сделаны на благо развития Абхазии, поэтому они находятся в открытом доступе, поэтому сделано это издание, чтобы и чиновники могли ознакомиться, и представители сферы образования, представители других сфер. Это работа, которая нужна для осмысления нашей совместной деятельности по построению того самого ожидаемого, желаемого будущего.
Ответ на вопрос о том, где искать достоверные данные, уже готов. Лаборатория запускает официальный сайт. Это станет единственной площадкой, где будут публиковаться не только результаты, но и детальная методология исследований, чтобы исключить любые попытки приписать университету чужие выводы. В ближайшее время у лаборатории социсследований АГУ-МГУ появится официальный сайт в интернете. И на этом сайте также будут регулярно размещаться как наши новости, ну вот, допустим, сегодня встречу провели, написали, что такая встреча состоялась, так и будут размещаться исследования и в сокращенном виде, и в полноформатном, полноценном отчете, чтобы опять-таки все заинтересованные лица могли зайти на официальный сайт и скачать информацию. Потому что все, что мы делаем, оно будет появляться там, а все, чего мы не делаем, может появляться где угодно. Потому что то, что делается какими-то людьми в интернете, мы не можем этому воспрепятствовать. Мы знаем, что это делаем не мы, это делает не Московский университет и тем более не Абхазский. Но это кем-то делается, потому что мы живем в открытом обществе. Конечная цель этих усилий – сделать так, чтобы голос населения был услышан властью. Социология здесь выступает как командная работа управленцев, политологов и даже математиков. Только так можно создать реальную социальную архитектуру будущего. Социология, она важна, конечно, для науки, для достижения понимания каких-то более таких макропроцессов, происходящих в стране, и рассматривать страну в рамках общемировых тенденций, но также она имеет и чисто такое прикладное, утилитарное значение, а именно служить инструментом для проработки, принятия, реализации управленческих решений. То есть социология, в конечном счете, это тоже инструмент социальной архитектуры, инструмент социального проектирования. Проект продолжается. Девизом лаборатории стала формула Московского университета «Познавать, предвидеть, действовать». Первый ежегодник уже передан профильным ведомствам как база для принятия государственных решений. Сейчас наша задача в том, что эти исследования проводили как можно чаще, и чтобы люди и власти привыкали к тому, что есть реальный материал о жизни общества, который надо использовать, принимать к сведению населению и использовать в работе тем, кто реально занимается управлением, администрированием, то есть теми чиновниками, теми депутатами, теми управленцами, которые, в общем-то, должны заботиться о том, чтобы жизнь в Абхазии становилась все лучше и лучше. Ученые уверены, регулярные замеры общественного мнения помогут республике не только лучше понять себя, но и выстроить более эффективную стратегию развития в интересах российско-абхазских отношений. Марьяна Котова, Турника Мичба, Абаза ТВ. Союз журналистов Абхазии поздравляет члена творческого объединения, заслуженного работника культуры Абхазии Гарри Александровича Аристава с 60-летним юбилеем. Гарри Аристава – выпускник Абхазского государственного университета. Его профессиональный путь начался в студии телевидения Абхазской государственной телерадиокомпании в 1989 году. Особо следует выделить его работу во время Отечественной войны народа Абхазии. С первых дней войны он проявил себя как мужественный и профессиональный оператор. Ежедневно выезжал в районы боевых действий и создавал бесценную хронику событий. Благодаря его самоотверженному труду был сформирован значительный пласт золотого фонда видеохроники Отечественной войны. Оперативные и профессиональные съемки Гарри Аристава использовались в информационных выпусках абхазского телевидения, а также транслировались в репортажах многих российских и зарубежных телекомпаний. Он также является оператором многочисленных телеинтервью с первым президентом Абхазии Владиславом Арзенба. В послевоенные годы Аристава работал оператором корреспондентского пункта ОРТ в Абхазии, а затем его карьера продолжилась в Москве, где более 5 лет он трудился телеоператором в спортивной редакции телекомпании НТВ+. С 2012 года и по сей день Гарри Аристава является автором и телеведущим передачи «Авторивьера» в Абхазской гостелерадиокомпании. Традиционная пасхальная выставка «Праздник сладости», организованная торгово-промышленной палатой Абхазии, прошла в Сухуме. Посетители могли приобрести не только главный символ приближающегося праздника Пасхи, но и мед, свечи, абхазские традиционные угощения, деревянные изделия, игрушки ручной работы и многое другое. Об атмосфере пасхальной ярмарки расскажет Анастасия Никонова.
Особенность наших куличей в том, что мы печем их на закваске, не используем промышленные дрожжи, с очень качественными ингредиентами. Закваску готовим несколько месяцев до момента, пока вы увидите готовый кулич. Янина Шакая, третий год участник пасхальной выставки «Праздник сладости», организованной торгово-промышленной палатой Абхазии. В этом году владелица кафе Янина представила не только пасхи и куличи, но и панеттони – традиционную итальянскую выпечку. Добавляем сюда цукаты собственного приготовления, изюм, как традиционно на всю Пасху, и, конечно, ароматную ваниль. Это просто на высоком уровне торгово-промышленная палата, ей огромный респект. Все их мероприятия организованы всегда на высоком уровне. Кондитерская «Буше» в этом году удивила посетителей выставки вот таким кондитерским шедевром в виде храма. Есть десерты, которые мы приготовили специально к ярмарке ТПП, отмечает владелица кондитерской Жанна Бабаян. Сегодня наша экспозиция эксклюзивная. Это пряничный имбирный домик. Готовили мы его заблаговременно, за несколько дней. Ну вот постарались наши девочки-кондитеры выложиться по полной, как говорится. Большое разнообразие. Наши традиционные буше и наши куличи. Пирог пасхальный. Большое спасибо торгово-промышленной палате. Дает возможность себя показать, выложиться, раскрыться нашим кондитерам. Мы очень рады, принимаем участие от всей души. Президент торгово-промышленной палаты Инар Ладари отметил, пасхальная выставка проводится с 2013 года. Тогда участников было всего 15. Сегодня, в 2026 году, их число достигает 80. Это показывает креативность наших предпринимателей, креативность нашего народа и говорит о том, что наши предприниматели движутся в ногу со временем и проводят большую работу. Сегодня мы буквально обошли с коллегами каждый из павильонов. Ну, очень сложно даже эмоциями поделиться, потому что настолько все так красиво, тепло, и наши граждане подходят, изучают, покупают продукцию. Поэтому хотел бы каждого из них поздравить и поблагодарить за столь большой труд, за столь большую работу и сказать, что торгово-промышленная палата поддерживала и будет поддерживать наших предпринимателей во всех их начинаниях. Начальник управления по работе с предприятиями Кира Зикируглы отметила, что побитый рекорд участников не предел. На самом деле кондитеров и умельцев, которые хотят стать частью ярмарки, гораздо больше. К сожалению, на данный момент зал нам не позволяет принять большее количество участников, но хочу сказать, что из года в год данная цифра растет. Эта индустрия очень популярна и очень востребована. И вы можете заметить, что по нахождению здесь людей она пользуется определенным спросом среди населения. На выставке ярмарки можно было приобрести не только главный символ праздника Пасхи, но и мед, свечи, абхазские традиционные угощения, деревянные изделия, игрушки ручной работы, натуральную косметику и даже яйцо из бельгийского шоколада в стиле одной из самых популярных картин Ван Гога «Звездная ночь». Если бы творческого жилки такой не было бы, наверное, я бы не смогла бы это тоже сделать. Но бывает иногда, вот ты видишь какой-то рисунок, особенно Ван Гог. Я, конечно, повторить это не могу, даже приблизиться не могу, но хотелось бы что-то наподобие вот этого вот сделать. И у меня такое вдохновение было что-то такое нарисовать. Здесь все шоколадное, и внутри лежат тоже шоколадные яйца, конфетки. Все шоколадное, все, что у меня есть, все из шоколада. На пасхальной ярмарке можно было купить практически все для праздничного стола, от куличей до декора. Более того, купленные куличи можно было осветить. Церемонию провел глава Церковного совета Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия. Ярким завершением праздника стал конкурс среди участников ярмарки. Каждый посетитель мог проголосовать абсолютно за любого кондитера. По итогу приз зрительских симпатий завоевала Алена Цвинария. Главный приз от ТПП – курсы от шеф-кондитера мирового класса Александра Кислицына. Анастасия Никонова, Сасраху Агухава, Абаза ТВ. В
Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылся новый лекторий. Стартовым мероприятием стала встреча с художником Адгуром Дзидзария, посвященная сухумскому авангарду, уникальному явлению 70-х, 80-х годов прошлого века. Этот период стал временем интеллектуального сопротивления, когда группа молодых мастеров отошла от канонов соцреализма в поисках чистой формы и философской глубины. Это все-таки было... Ну да, это вот такое немножко кабинетное, но это была все-таки попытка говорить художественным языком, в рамках художественности. Вот, чтобы понимать, вот эта разница есть. Мы, вот, как сказать, в существующей системе пытались все-таки, вот, как кто-то сказал, да, сменить знак на витальность, да, то есть искать какие-то иные формы художественного выражения или самовыражения. Репортаж с открытия нового лектория в Центральном выставочном зале Союза художников смотрите в нашем пятничном эфире. В рамках проекта «Культурные сезоны Россия-Абхазия 2026» 16 апреля в Абхазском драматическом театре имени Чанба состоится мастер-класс по актерскому мастерству. Спикер Анна Горнова, актриса Государственного академического театра имени Моссовета. К участию приглашаются студенты творческих вузов, актеры, режиссеры, театральные деятели, а также все, кто интересуется сценическим искусством и хочет глубже погрузиться в профессию актера. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону +7 940 715 35 59 или по почте. Мастер-класс по актерскому мастерству для детей состоится в рамках проекта «Культурные сезоны Россия-Абхазия 2026» 16 апреля в Государственном театре драмы имени Искандера. Спикер Ольга Живакина, заслуженная артистка России, преподаватель актерского мастерства в ВТУ имени Щепкина, актриса Государственного академического малого театра. Приглашаются дети, занимающиеся в театральных студиях, учащиеся творческих кружков, а также все, кто любит сцену, мечтает выступать и хочет попробовать себя в актерском искусстве. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону. Цикл вечеров органной музыки под названием «От классики до современности» состоится в Государственном концертном зале Пицунского храма в мае, сообщает пресс-служба Минкульта. Программу представит заслуженный артист Республики Абхазия Лука Гаделия. В рамках цикла запланировано 5 выступлений, которые пройдут в уникальном пространстве храма, известном своей исключительной акустикой. График концертов 2, 9, 16, 23 и 30 мая. Программа концерта позволит слушателям оценить все многообразие звучания органа от произведений великих классиков до современных композиций. Спортивный анонс. 20 июня в Сухуме в спортивном зале парка Курченко пройдет первый в истории Кубок мэра по художественной гимнастике. В соревнованиях примут участие около 150 гимнасток из разных городов России и абхазские спортсменки. Условия турнира позволяют принять участие всем гимнасткам любого уровня подготовки, а Федерация художественной гимнастики отправила приглашение всем секциям по художественной гимнастике города Сухум. Футбольный клуб «Апсне» официально объявил о назначении Алексея Бондаренко на должность главного тренера команды. Алексей Геннадьевич – заслуженный специалист и знаковая фигура в абхазском футболе. Его карьера отмечена не только глубоким пониманием тактики игры, но и значимыми достижениями на международной арене. До перехода к тренерской деятельности он выступал за национальную сборную Абхазии, в составе которой стал чемпионом мира по версии КНИФА. Сейчас о погоде. В пятницу 10 апреля в Абхазии облачно с прояснениями. Днем, ближе к вечеру местами, возможен дождь, туман. Атмосферное давление нестабильное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 1 до 6, днем от 8 до 13 градусов. Температура морской воды 12 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное. Относительная влажность воздуха от 70 до 90%. И на этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.